Об ответственной работе таможенников рассказали студентам факультета журналистики. Ребятам провели экскурсию по пропускному пункту Верхний Ларс, показали современное оборудование и поделились нюансами работы, которые помогают выявить нарушителей. Подробнее расскажет моя коллега Сабина Гатагова. Задача нашего сотрудника, сотрудников погранслужбы, обнаружить посторонние вложения, а также изделия, которые запрещены к перемещению через государственную границу. Это, пожалуй, самая необычная лекция студентов факультета журналистики. На время они стали работниками таможенной службы. Им показали досмотр багажа и пограничный контроль. Ребятам интересно все оборудование, случаи из профессиональной деятельности. Камила Бурдули ждала эту экскурсию давно. Девушка с удовольствием окунулась в непростую и очень важную профессию. Много нового я узнала даже об истории вот этого таможенного пункта. Понравилось мне, если честно, какие бывают оригинальные способы перемещения контрабанды. Это достаточно было интересно. Также некие тонкости работы сотрудников таможенного пункта. Благодаря многолетнему опыту инспекторы таможни задерживают злоумышленников, пресекают нелегальный провоз запрещенных товаров. За плечами у сотрудников много интересных историй. В некоторых случаях помочь может только интуиция. Один из примеров перемещения домашнего вина – это бензобак грузовой машины. И прямо в бензобак после небольшой тепловой обработки залито порядка 300 литров вина. 300 литров вина шли для определенного ресторана. Вино выдало себя наличием небольшого красного пояска на крышке бензобака. Несмотря на то, что бензобак весь был пыльный, но наличие вот такого легкого красного пояска вокруг крышки, смешанного с пылью, оно дало возможность инспектору сделать предположение, что в баке находится никак не бензин. В распоряжении есть современное оборудование. Специальный прибор за минуту определит состав ювелирного изделия. Инспекторы наглядно показали, как это работает. Содержание меди 25%, цинк 5%, серебро 10%, золото 58,8%. Да, так что ваши изделия полностью соответствуют сертификату. Не оставили без внимания четвероногих инспекторов с острым чутьем. Здесь у каждой собаки есть основная специализация и дополнительная. Например, это легко обнаружит наркотические вещества и табак. Не менее интересными были исторические объекты Верхнего Ларса. Ермоловский камень – геологический памятник природы. Гигантский гранитный валун весом до 16 тонн, самый крупный в Европе. Посмотреть на него приезжали Пушкин, Лермонтов, много путешественников и ученых. Будущие журналисты не случайно стали гостями пропускного пункта. Работа таможенной службы сложная и напряженная. Важно делиться правильной и достоверной информацией. Мероприятие прошло в преддверии 30-летия Северо-Остинской таможни. Сабина Гатагова, Хета Капоев. Новости Осетии.